Всем привет! Это наш 4-й день в Кыргызстане и следующий пункт назначения – каньон Сказка. Каньон находится на южном побережье Иссык-Куля, недалеко от села Тосор, где мы и остановимся сегодня на ночь. Но прежде чем вам показать и рассказать о каньоне, сразу хочу отметить, эта локация обязательна к посещению. Такую невероятную красоту еще надо поискать. Обязательно с собой возьмите воду, головной убор и удобную обувь, а именно кроссовки с нестертыми протекторами, чего у меня как раз и не оказалось. Ну что ж, давайте прогуляемся по сказочному каньону. Вот этот автомобиль из Германии, они с нами везде. Мы были... Not from Бишкек, right? Yes. Ну, отлично, что хоть не с самого Бишкека, но уже, наверное, день 3-й, 2-й, они точно, куда мы приезжаем, они туда тоже. И когда мы сюда подъезжали, и я сказала, ну что, мы увидим наших немцев? Вот, пожалуйста, они здесь. Я не зря сказала про протекторы в кроссовках, потому что в моей обуви я уже поездила по Азербайджану, Грузии, Турции, и они были стерты просто в ноль. И даже на небольшом, но на запесоченном уклоне я скользила как на льду. Видели еще мужчину в шлепанцах? Ну что ж, поскользнувшись и упав на то самое место, спустился он гораздо быстрее. Легенда гласит, что в давние времена в долине Иссык-Куль располагались многочисленные города. В одном из таких городов жила очень красивая девушка. Однажды огромный красный дракон увидел юную красавицу и влюбился в нее. Однако девушка не ответила ему взаимностью. Разгневанный ее отказом, дракон поклялся утопить города в долине. Каждую ночь дракон пытался использовать свою магию, чтобы черпать воду из местных колодцев. Однако жители закрывали колодцы золотыми крышками, чтобы заблокировать его магию. Однажды ночью юная красавица забыла накрыть свой колодец. Дракон вытянул из него воду и затопил всю долину и образовал озеро. Зачарованный красотой озера, дракон лег на южный берег и превратился в скалы. Согласно местной легенде, именно так появился каньон Сказка. Вай. Я... Соня. У входа в каньон расположены информационные таблички с маршрутами и названиями локаций. Так, здесь можно найти китайскую стену, цветные холмы и замок. Здесь нет проложенных дорожек с перилами, вы просто гуляете по лабиринту. Почва под ногами сухая глина и песок, местами очень скользко. Несмотря на свое волшебное название, каньон – это дикая природная локация, и здесь можно получить травму. Многие туристы, и мы в их числе, пытаются забраться на самые высокие точки. Но не стоит забывать, что порода каньона – это спрессованная глина и песок, и она крайне нестабильна. В сухую погоду, как сейчас, глина становится скользкой, как лед из-за мелкой пыли, а в мокрую превращается в вязкое мыло. Также здесь можно встретить щитомордников, ядовитых змей, или пауков, например, каракуртов. Поэтому не советуем лишний раз залазить руками во всякие темные расщелины.
Гуляем по каньону Сказка. Мы были вот там. Вот тут. Мне казалось, что это прям не самое высокое место. Но это самая-самая первая точка. Потом мы увидели людей, кажется, где-то там. И мы туда пошли. Собственно, мы оттуда только что возвращаемся. Но мы смогли дойти только вот до сюда. Там дальше небольшой подъем. Но там запесочено. И наши кроссовки не для этого. То есть, мы просто упали бы. Не стали уже лезть. Сейчас мы возвращаемся. Ага, мы опять заблудились. Турк зовет. Значит, надо идти. Впервые с такой традицией складывать камни один на один я встретилась на Байкале. Там это очень распространено. Традицию складывать пирамидки или башенки из камней можно встретить у многих народов. Такая традиция есть и в некоторых районах Центральной Азии, и называются такие пирамидки курумами. Курум – это культовое сооружение, у которого обычно совершаются религиозные обряды. Ну и мы сложили свою пирамидку как символ нашего пребывания здесь. Что ж, увы, наша сказочная прогулка подходит к концу. Однозначно место волшебное и обязательно к посещению. Будем рады новым подписчикам, лайкам и комментариям. Поддержите нас. Спасибо.